День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О самых главных из них расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. Количество заболевших и погибших неуклонно растет. Грозит ли человечеству новая эпидемия и какие меры принимаются по локализации коронавируса? Объявлен состав нового правительства. Кто сохранил свой пост и кто новый появился в команде Мишустина. Но первое, это мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своем послании. О ходе исполнения поручений главы Якутии по Нерюнгринскому району, на реконструкции аэропорта, социально-экономической ситуации и многом другом шла речь во время визита Айсена Николаева в Нерюнгри. Какие перспективы развития у района? Я не хочу покидать это село. Мы с мамой здесь живем, я воспитываю в детском саду детей. И я хочу вас от всех жителей села Енгра попросить взять под свой жесткий контроль эту проблему, программу строительства жилья села Енгра. Безопасные и качественные автомобильные дороги. Как будет проходить в республике реализация нацпроекта в этом году? Что касается 2020 года, то увеличение на 1/3. Мы в этом году уже должны ввести 183,3 километра. Стартовала запись будущих первоклашек в школы страны. Какие в этом году предусмотрены новшества? Старший ребенок учится в 23-й школе, и мы занимали туда очередь. Живую очередь, потому что были не по прописке. Не покорители, а ловцы. Завершилась уникальная экспедиция покорителей холода. Какие выводы были сделаны и вернутся ли участники экспедиции в Якутию? Каким образом проехать 10 километров по минус 50 и остаться живой и даже вполне себе теплой? Ранее неизвестный смертоносный вирус, зародившийся в одной из провинций Центрального Китая, постепенно расползается по миру. Число заболевших пневмонией, вызванной вирусом, приближается к 1000, погибших уже 41 человек. Почти все смертельные случаи зафиксированы в провинции Хубэй, со столицей в городе Ухань, где в декабре прошлого года и произошла вспышка заболевания. Сейчас этот город с 11-миллионным населением закрыт на карантин. Введен запрет на поездки в общественном транспорте, ограничено автобусное, железнодорожное и авиационное сообщение с другими городами. Аналогичным образом закрыт и другой город в провинции Хубэй – Хуанган, в котором живут 7 миллионов человек, а также несколько городов поменьше. Мэрия Уханя сообщила, что для заболевших в местных больницах уже приготовлено более 4500 койко-мест. Кроме того, власти намерены в течение недели построить отдельную специализированную больницу на 1000 койко-мест, предназначенную специально для заразившихся новым коронавирусом. Заболевшие от китайского вируса появились уже в соседних с Китаем территориях. Это Гонконг, Тайвань, Макао. Также случаи заражения отмечены в Сингапуре, Таиланде, Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме и Саудовской Аравии. Правда, везде за пределами Китая речь идет о единичных случаях. В Россию, которая усилила эпидемиологический контроль на границе с Китаем, коронавирус еще не добрался. В связи с неблагополучной ситуацией Роспотребнадзором продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после выявления первой информации о случаях неизвестного заболевания в городе Ухань. Роспотребнадзор по республике Саха-Якутия проводит мониторинг за эпидемиологической обстановкой. Приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации. Отработан алгоритм действий медицинских работников при подозрении на новую коронавирусную инфекцию. Обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий. Также усилен мониторинг за международными рейсами. Организована двойная термометрия пассажиров на борту самолета и в зале прилета международного аэропорта Якутск. Введен осмотр и термометрия пассажиров и экипажей внутренних рейсов, прибывающих из городов Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, Иркутск и Новосибирск. За время ведения мониторинга в республике Саха-Якутия выявлено 4 больных с высокой температурой. Позднее им поставлены диагнозы грипп, ОРВИ, острый бронхит и тепловой удар. Больных коронавирусной инфекцией на территории Республики Саха-Якутия не зарегистрировано. Информация, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом официально заявили Минздрав и Роспотребнадзор республики.
А туроператоры приостановили продажи путевок в Китай. После заявления Ростуризма компании не подтверждают бронирование и предлагают 100% возврат денег за туры. Ростуризм рекомендовал россиянам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения пневмонией нового типа до нормализации обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписано прекратить продажу путевок. По данным Ассоциации туроператоров России, в Китае сейчас находится до 7 тысяч организованных туристов из нашей страны. Их эвакуация пока не планируется. Важнейшее политическое событие этой недели в нашей стране. Президент Владимир Путин назначил новых министров в правительство России. Список министров в новом российском правительстве обновился почти наполовину, а вице-премьеров на 2/3. В кабинете Медведева было 22 министра, теперь их 21. Министерство по делам Северного Кавказа упразднено, его функции переданы Минэкономразвития. Кто сохранил свой пост и кто новый появился в кабинете министров, расскажет Анастасия Кобызева. Напомню, новым главой правительства был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Его кандидатура была утверждена Государственной Думой. Всего у председателя правительства Мишустина будет 9 заместителей. Андрей Белоусов стал первым заместителем председателя правительства, который до этого был советником президента по экономическим вопросам. Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко, бывший заместитель Мишустина в ФНС. Алексей Аверчук, также бывший заместителем Мишустина в ФНС, стал вице-премьером. Юрий Трутнев остался вице-премьером России, полномочным представителем президента в ДВФО. Также пост вице-премьера сохранила Татьяна Голикова. Она ответственна за социальные вопросы. На прежнем месте остался и вице-премьер, курирующий военно-промышленный комплекс Юрий Борисов. Дмитрий Чернышенко, который с 2015 года возглавляет «Газпром Медиа Холдинг», стал вице-премьером. Марат Хуснуллин назначен вице-премьером. Ранее он занимал должность заместителя мэра Москвы. И еще одно новое лицо в правительстве – Виктория Абрамченко. Она стала вице-премьером с 2016 года. Абрамченко руководила Росреестром. Свои должности в правительстве Мишустина сохранили 12 министров. Среди них генерал армии Сергей Шойгу, Сергей Лавров и другие. Отметим, что Антон Силуанов остался министром финансов, при том, что в правительстве Медведева он был еще и первым замом. Существенная часть правительства обновилась. Министром культуры России стала Ольга Любимова. Ранее она была главой департамента кинематографии Минкульта. Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Максут Шадаев. С 2018 года он был назначен вице-президентом Ростелекома по цифровым платформам. Министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, который возглавлял Росздравнадзор. Бывший глава Рособорнадзора Сергей Кравцов стал министром просвещения. Министром науки и высшего образования стал Валерий Фальков. В прошлом он был ректором Тюменского государственного университета. Министром спорта стал Олег Матыцин. Ранее он 10 лет был президентом Российского спортивного студенческого союза. Министром труда и социальной защиты стал Антон Котяков. С 2017 года он был заместителем министра финансов России. Министром экономического развития России стал Максим Решетников, в прошлом бывший главой Пермского края. Министром юстиции стал Константин Чуйченко, который в правительстве Медведева был главой аппарата и вице-премьером. Также добавлю, что Министерство по делам Северного Кавказа упразднено. Ранее ведомство возглавлял Сергей Чеботарев. Отмечу, что Конституция не устанавливает срок полномочий правительства. Но оно переназначается после президентских выборов. В отставку правительство отправляет глава государства или Кабмин сам просит снять с него полномочия. Ну а что касается бывших членов правительства, то вице-премьер Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента России. Указ подписан Владимиром Путиным в пятницу 24 января. Также Путин подписал указы о назначении Владимира Мединского и Михаила Орешкина помощниками президента России по культуре и экономике соответственно. Вероника Скворцова, бывший министр здравоохранения, назначена руководителем в надзорный орган Федеральное медико-биологическое агентство. Бывшему
вице-премьеру Максиму Акимову предложено возглавить Почту России. Зампреду правительства России Виталию Мутко тоже нашли новую работу. Он возглавит инвестиционную госкомпанию «Дом.РФ». Наконец, о том, какие должности получат бывшие члены правительства. Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Ольга Васильева, Константин Носков, Павел Колобков, Александр Коновалов и Михаил Котюков. Пока нет никакой информации. Ну а сейчас мы ненадолго прервемся и смотрите в продолжении программы. Перспективы развития Унирюнгринского района глава республики ознакомился с ходом исполнения поручений. Как в республике в этом году будет реализован нацпроект «Безопасные дороги». Мы продолжаем программу. На этой неделе глава Якутии Айсен Николаев и рабочая группа правительства республики совершила рабочий двухдневный визит в Нерюнгринский район. В том числе во время поездки прошло совещание о ходе исполнения поручений главы Якутии по Нерюнгринскому району, встреча в бизнес-инкубаторе с предпринимателями, прямой эфир и встреча с активом. Все подробности визита расскажут мои коллеги далее. Глава Якутии в рамках рабочего визита посетил в Нерюнгринском районе социальные и промышленные объекты, провел ряд совещаний. Айсен Николаев посетил горно-обогатительный комплекс Инаглинский, приоритетный проект развития Дальнего Востока России. Были оценены строительные работы фабрики Инаглинская-2, проектная мощность которой 12 миллионов тонн угля в год. На сегодняшний день у нас из общего объема металлоконструкции 3000 тонн смонтировано 1700. Фабрику монтируем совместно с китайскими коллегами. Запуск шахты, а также сдача объектов первой очереди фабрики запланированы на 9 мая 2020 года. Айсен Николаев ознакомился с итогами финансово-хозяйственной деятельности и планами на ближайшую перспективу не только компании «Колмар», но и других угледобывающих компаний «Якутуголь», «Эльга-Уголь». Сказать, что хотя по всем компаниям плановые показатели по добыче угля прошлого года не выполнены. Каждая из компаний где-то вот примерно 1 миллион тонн каждая не добрала. Вместе с тем результаты неплохие, удовлетворительные, я бы сказал. Это падение связано с серьезнейшим ценовым кризисом на мировом рынке, когда цены упали не на десятки, а в разы по некоторым сортам угля. И, конечно, это не могло привести к падению производства. Оно в целом сегодня у нас по стране есть. Но вместе с тем у нас нет падения вот именно производства фактического. У нас есть рост, но он не такой значительный, как мы предполагали. Если в 2018 году у нас по республике было добыто 17,4 миллиона тонн угля, то в 2019 году 18,4 миллиона тонн угля. То есть мы на 1 миллион тонн все равно прибавили. И радует то, что на 2020 год компании заявляют уже очень большие объемы по увеличению добычи угля. Их общий объем превышает 25 миллионов тонн. То есть у нас будет очень серьезное увеличение, практически на 40% по следующему году в случае исполнения планов наших компаний. Помимо этого, состоялись несколько совещаний по актуальным вопросам социально-экономического развития Нерюнгринского района. В частности, были рассмотрены вопросы реконструкции местного аэропорта и исполнения программы по расселению из аварийного жилья. Сегодня недобросовестные застройщики первого этапа программы должны вернуть в бюджет денежные средства. И району предстоит второй значительный этап программы переселения, где необходимо будет расселить 83,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья. В селе Йенгра Айсен Николаев осмотрел ветхий расселяемый дом и пообщался с его жителями, которые озвучили свои наболевшие просьбы. Я не хочу покидать это село. Мы с мамой здесь живем, я воспитываю в детском саду детей. И я хочу вас от всех жителей села Йенгра попросить взять под свой жесткий контроль эту проблему, программу строительства жилья села Йенгра. В столице Южной Якутии глава республики с рабочей группой посетили детскую поликлинику, где осмотрели ремонт внутреннего помещения и облицовки фасада здания. По плану мероприятий социального развития центров экономического роста на эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено 182 миллиона рублей. Ремонт здания идет поэтапно. Сегодня подрядчиком компании «Альянс-2005» ремонтируется блок «Б». Произведена внутренняя отделка, сделан монтаж фасада, обновлены инженерные сети отопления, водоснабжения и электроснабжения. Индивидуальный тепловой пункт, установлены пандусы, заменены окна, двери.
К ремонту блока А приступят во втором квартале года. К сожалению, в ходе подготовки и принятия республиканского бюджета некоторая часть средств на окончание работ по второму этапу не была предусмотрена. Я дал поручение в адрес правительства, чтобы все средства, это порядка 70 миллионов рублей, были выделены. И конкурс проведен, и работы по реконструкции детской поликлиники здесь, в Ниринграде, должны быть завершены именно до конца 2020 года. Глава с рабочей группой посетили объекты Амулинского водозабора, где был рассмотрен план хода реконструкции системы водоснабжения и водоотведения на 2020 год. Износ водопроводных сетей общей протяженностью 159 километров составляет 98%. Реконструкция водоканала проводится в 2 этапа по плану социального развития центров экономического роста республики. На эти цели предусмотрено 400 миллионов рублей, в том числе 396 миллионов рублей из федерального бюджета, 4 миллиона рублей из республиканского. Айсен Николаев встретился с представителями бизнес-сообщества Южной Якутии, ответил на вопросы предпринимателей, выслушал их предложения, а также выразил свою точку зрения по актуальным темам. Встречи главы республики с предпринимателями стали уже регулярными и дают возможность его участникам озвучить волнующие их вопросы, получить совет и заручиться поддержкой. Также участники встречи подняли вопрос о возможности лечения аутизма в районе, поинтересовались, ведутся ли работы по поддержке семейного бизнеса, поговорили о солидарной ответственности большого бизнеса перед малым, попросили содействия в решении некоторых вопросов для ведения своего бизнеса. Как отметил Айсен Николаев по итогу поездки, сегодня промышленное развитие Южной Якутии идет полным ходом. Создаются новые рабочие места. Важно, чтобы такими же темпами шло развитие социальных объектов и инфраструктуры. И выразил уверенность в том, что в перспективе Нерюнгринский район станет одним из центров экономической активности всего Дальнего Востока. Первый год реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выявил те узкие места и проблемы, которые в этом году будут обязательно учтены. Наибольшие проблемы были в столице республики. Какие объемы ожидаются в этом году? В сюжете Сусанны Рожиной. В Якутске по итогам 2019 года отремонтировано более 25 километров городских дорог. Объем освоенных средств составил почти 1,5 миллиарда рублей. Но основная проблема была в том, что город поздно провел тендеры, поэтому подрядчики вынуждены были завершать работы уже в зимний период. И в действительности есть ряд проблем по коэффициенту уплотнения. По этому вопросу мы ведем работу техническим советом совместно с заказчиками, совместно Росдорней и Якутпонисом по пути того, как это исправить. Этой весной будут видны все недочеты, которые были во время ремонта дорог в прошлом году. На данный момент несколько участков дорог и так не оплачены заказчиком из-за несоответствия качества дорожного полотна. Это такие улицы, как Красильникова, участок на Ларионова, Сарона Малона. Подрядчик из собственных средств будет устранять эти недочеты. Улицы у нас введены, и они на содержании в том плане, что они у нас на гарантии. У нас гарантийный срок обслуживания асфальта 5 лет. Поэтому, я думаю, волноваться никому не надо. Мы ребята местные, поэтому мы здесь живем, мы будем содержать эти дороги. В этом году в Якутске запланировано к ремонту 22 объекта. Часть из них уже законтрактованы. Мэрия планирует приступить к ремонтным дорожным работам уже в апреле-мае. Объем средств такой же, как и в прошлом году – 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, планируется совместно с общественностью города решить вопрос переноса остановок и переноса маршрутов городских автобусов, чтобы дорожные работы не доставляли неудобства жителям столицы, как это было в прошлом году. Чтобы заранее обсудить остановки и прочие все вещи. Потому что в прошлом году начали эту работу. В принципе, неплохо, но в этот раз надо как пошире. Пошире для того, чтобы в конце, когда уже эти остановки встанут, люди не спрашивали, а почему эта остановка здесь. Что касается региональных дорог, то планируется отремонтировать 32 объекта. Что касается 2020 года, то увеличение на 1/3. Мы в этом году уже должны ввести 183,3 километра. Я имею в виду строить, ремонт, капитальный ремонт наших автомобильных дорог. Наши планы увеличиваются по нацпроекту. И на это выделено уже 2 миллиарда 900 миллионов рублей с Дорожного фонда Республики Саха-Якутия.
Правительство региона отмечает важность качественной реализации национального проекта по безопасным дорогам. Но, как отметил премьер-министр Якутии Владимир Солодов, чем лучше и качественнее дороги, тем больше дорожно-транспортных происшествий. Мы исходим из безусловного приоритета человеческой жизни, и на самом деле, к сожалению, те страшные аварии, которые имели место в 2019 году, еще раз подчеркивают, что культура вождения, отношение к собственной жизни безопасности и жизни безопасности окружающих водителей у нас очень сильно хромает. Мы повышаем скоростной режим, улучшаем покрытие дорог, скорости повышаются, опасность возрастает, а культура вождения остается прежней. Поэтому сейчас, наряду с повышением качества новых дорог, необходимо повышать безопасность и улучшать культуру вождения граждан. Для этих целей увеличивается количество комплексов фото-видеофиксации, которые устанавливаются на всех дорогах. Выход только один – развитие системы автоматической фиксации правонарушений, которые принудит нас всех соблюдать правила дорожного движения, в том числе на федеральных автомагистралях, в точках концентрации ДТП. Второй год реализации национального проекта «Качественные и безопасные автомобильные дороги» в Якутии увеличит протяженность дорог с качественным покрытием и позволит улучшить жизнь якутян. Сусанна Рожина, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем. Дать старым автомобильным покрышкам вторую жизнь. Такая возможность теперь появилась с введением в эксплуатацию перерабатывающего завода в Мирном. Первые заказчики, выпускаемой предприятием резиновой крошки, не заставили себя долго ждать. Как планируют использовать этот материал, узнали мои коллеги. В процессе эксплуатации автомобильные шины изнашиваются, испытывая колоссальные нагрузки. При производстве автомобильных шин используются качественные и дорогостоящие материалы. По этой причине автомобильная резина является одной из самых прочных и качественных из всего разнообразия резиновых изделий. Поэтому утилизация и переработка использованной шины сегодня является одной из передовых производств. В современном быту много областей, где используется переработанная резиновая крошка. И более того, из года в год спрос на этот продукт растет. Резиновая крошка все чаще применяется при создании различных типов дорожных и напольных покрытий. Из этого материала изготавливают тротуарную плитку, резиновые покрытия для беговых дорожек, спортивных площадок и так далее. В Мирном ввели в эксплуатацию резиноперерабатывающий завод, где перерабатывают все виды шин в резиновую крошку. С новым заводом первым заключил контракт город Нюрба на поставку 3 тонн резиновой крошки. Этот материал нюрбинцы будут использовать для покрытия спортивной площадки в микрорайоне Убаян. Там хорошее качество шины, они мишленовские, хорошие шины. И как мне озвучили в Мирном, они заинтересовались даже китайцы, чтобы закупить вот эти крошку, чтобы переработать и еще раз из нее сделать уже качественные шины. Так что, как нам объяснили, это очень качественный продукт. И сейчас самое такое мелочь, то что пока она не крашеная у них, черного цвета. Но в любом случае, в виде дорожек она пойдет, беговых дорожек, там полоски можно будет рисовать. А когда придут уже краски, у них будут разноцветные, тогда вообще вот детские площадки можно будет делать. Применение мы найдем. Лишь бы мы научились ложить хорошие, скажем, там, дорожки или плитки. Раньше администрация Нюрбы планировала закупить данный материал в Новосибирске, но с накрутками по перевозке выходила весьма солидная сумма, а тут как раз подвернулся Мирнинский завод. Поставлять оттуда резиновую крошку выходит в разы дешевле. А в перспективе город Нюрба планирует использовать для благоустройства города переработанный пластик и использовать его для покрытия тротуаров города. Для этого будет организован раздельный сбор мусора. Пластик очень хороший пластификатор. Уже опыт есть других районов по производству плитки тротуарной. Также мы сейчас планируем его использовать асфальтирование тротуаров и так далее, и так далее. Контракт на поставку 3 тонн резиновой крошки – это пробная закупка. Летом специалисты службы эксплуатации городского хозяйства пройдут обучение по склеиванию этого продукта и дальнейшей ее укладке. Если все пройдет успешно, нюрбинцы намерены увеличить объемы заказов. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев. День за днем. Нюрбинский район. Сейчас мы снова ненадолго прервемся и буквально через минуту продолжим. Не переключайтесь. Начался прием заявлений для записи будущих первоклашек в школу.
Кто они, настоящие лидеры России? Познакомимся с финалистами российского конкурса. Мы продолжаем программу. Трое якутян стали финалистами конкурса «Лидеры России». Региональный полуфинал для представителей Дальневосточного федерального округа прошел на базе Дальневосточного федерального университета. Участие в нем приняли 250 человек. Конкурсанты решали управленческие кейсы разной степени сложности. С финалистами из Якутии встретились наши корреспонденты. Новые знакомства, опыт, проверка собственных сил и миллион возможностей. Так говорят участники о конкурсе «Лидеры России». Это уже третий сезон, и в этом году он собрал рекордное количество заявок – более 230 тысяч. Якутяне, как и прежде, в стороне не остались, но до финала дошли самые амбициозные. Среди них и заместитель главы Нерюнгринского района Артем Фирстов. В этом конкурсе он участвовал и в прошлом году. Дошел до полуфинала, но тогда занял 84-ю позицию. На этот раз среди участников Дальнего Востока он вошел в 30-ку лучших. Впереди финал. Подготовка идет полным ходом. Каждый участник в рамках конкурса должен реализовать социальный проект. Сейчас идет реализация общественного проекта «Сердце лидера». Это помощь в ремонте социально незащищенных граждан, таких как пенсионеры, одинокие проживающие граждане, там, многодетные семьи. Еще один финалист Василий Гринченко работает в компании ТАСС «Юряхнефтегазодобыча» главным геологом в Якутии и живет уже 5 лет. Василий принимал участие в масштабном проекте запуске второй очереди месторождения. Теперь своим опытом финалист конкурса «Лидеры России» делится со студентами и школьниками. Он с единомышленниками запустил образовательный проект. Мы планируем организовать ряд курсов, лекций, которые будут читать производственники с производственным стажем для студентов, школьников, которые обучаются в университетах, школах республики. Мы планируем, что это будет не разовая акция, а это полноценный проект в рамках сотрудничества. Во второй раз в конкурсе «Лидеры России» принимает участие врач, кандидат медицинских наук, телеведущий, общественник Иван Луцко. И на этот раз он дошел до финала. Как признался сам Иван, самым сложным испытанием для него стал контрольный тест по приезде во Владивосток. Но упорство и вера в себя взяли верх. Интересно было узнать то, что эксперты там хорошие баллы за инновационность, за нестандартные решения выставили, за возможность участвовать в изменениях, решениях, да, и разные вот эти плюсы оценили, да. Лично для себя, вот как я сам себя оцениваю, то, что я достаточно коммуникабелен, нахожу общий язык с людьми. Победители конкурса получат возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России. Это федеральные министры, губернаторы, парламентарии, руководители крупнейших российских корпораций. У финалистов из Якутии есть свои предпочтения. Я об этом, честно говоря, еще не думал, но, скорее всего, Монтро. Давно хотел познакомиться с Германом Оскаровичем Грефом. Но если будет кто-то другой, я тоже буду рад. Действующего президента нашей страны, потому что Владимир Владимирович заслуживает, во-первых, уважения, потому что 20 лет его власти, он и испытывает колоссальную и нагрузку, и у него знания есть в разных областях. Проект «Лидеры России» был запущен по инициативе президента страны Владимира Путина. Он призван выявлять успешных управленцев, руководителей нового поколения. Суперфиналисты конкурса попадут в сообщество лидеров, которые определят будущее России. Финал третьего сезона пройдет в городе Сочи с 27 по 31 марта. Анастасия Кобызева, Марфелина Алексеева, Александра Цыбикова, Григорий Николаев. Якутия. День за днем. Тем временем 25 января по всей России стартовал первый этап приема заявлений для записи детей в первые классы. Записать ребенка в школу можно двумя способами – через портал образовательных услуг и непосредственно в самой школе. В Якутске в будущем учебном году пороги новых школ переступят порядка 5500 первоклассников. Обеспокоенность родителей понять можно, ведь каждый хочет записать ребенка в желаемую конкретную школу, при том, что место в этих школах не всегда есть. Детали в материале Ульяны Шагиной. Запись в первые классы пройдет без стресса. Такое обещание дают в окружной администрации Якутска.
Как обычно, у нас пройдет 2 этапа. Вот 25 вот в эту субботу, 25 января, первые 20 школ, и остаток школ, запись начнется уже с 1 февраля. По 5 сентября включительно вот этого года будет запись электронная в первые классы. Главным нововведением этой кампании является то, что братья и сестры могут официально претендовать на зачисление в одно образовательное учреждение. Главное, чтобы прописка территориально относилась к той школе, где учится старший ребенок. Старший ребенок учится в 23-й школе, и мы занимали туда очередь, живую очередь, потому что были не по прописке. Сейчас у меня подрос уже младший сын, и тоже хотелось бы попасть в эту же школу, чтобы дети все-таки учились в одной школе. Вот. А через сайт госуслуги я понимаю, что, скорее всего, у меня сразу же придет отказ, потому что не по прописке, и все-таки придется, скорее всего, опять стоять в живой очереди. К сожалению, младший сын Анны территориально не прикреплен к этой школе, а значит, пойдет он уже в другую. Конечно, если в желаемом учебном заведении случайно не останется свободного места. Вне зависимости от того, учится в этой школе его брат или сестра у этого будущего первоклассника, то он обязательно должен быть прописан все равно в этой территории. Если он прописан по другому адресу, он уже пойдет в ту школу, на той территории, в которой он прописан. С 1 июля по наличию мест можно подать заявление в общеобразовательную организацию, в ту, которую ребенок хочет поступить. Сложнее будет тем, у кого в желаемой школе места отсутствуют. К примеру, в 17-й школе, где количество первых классов к новому учебному году сократилось с 5 до 3. Порог этой школы переступит 72 первоклассника. Ежегодно мы набирали по 5-6 классов в этом году. Наверняка получится, что дети не смогут попасть в 17-ю школу. Как нам объяснили в управлении образования, это делается для того, чтобы регулировать количество детей в центральных школах. Так, в 3-й школе, соответственно, дополнительных классов станет больше. Мы отслеживаем, мониторим количество заявлений и смотрим количество мест. Если есть возможность, открываем дополнительные классы. Если нет возможности, то родителям дается возможность уже выбрать те предложения, которые мы им даем. Итак, для самостоятельной подачи заявления нужно иметь подтвержденную учетную запись на сайте госуслуги. Регистрацию можно пройти на самом портале, а подтвердить учетную запись в любом из центров обслуживания граждан. Перечень центров обслуживания можно найти на портале госуслуг в разделе «Помощь и поддержка пользователей». Всего их в Якутске 78. Так как при записи в школу очень важную роль играет время подачи заявления, настоятельно рекомендуем пройти процедуру регистрации, подтверждения учетной записи на госуслугах заранее. Форма заявления на образовательном портале также позволяет подать заявку с мобильных телефонов. Подать заявку можно либо через портал госуслуг, либо через сайт «Еду-Е Якутия». Также в офисе «Мои документы» функционируют места самостоятельной работы, где также можно записать ребенка в 1 класс. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. В России с прошлого года началось активное внедрение электронного документооборота. О том, что дадут цифровые трудовые книжки и как их будет проходить их внедрение, расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Новый цифровой формат призван обеспечить постоянный и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям к новым возможностям кадрового учета. Переход на электронные трудовые книжки является добровольным, позволяющим сохранить бумажный формат столько времени, сколько это необходимо. Исключением станут те граждане, кто устроится на работу впервые с 2021 года. У них все сведения о трудовой деятельности изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажного носителя. Все граждане в течение 2020 года могут подать работодателю заявление в произвольной форме о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом случае работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности в бумажную версию. Граждане России, которые до конца 2020 года не обратятся к работодателю с заявлением о сохранении бумажной трудовой книжки, получат ее на руки. Сведения об их трудовой деятельности, начиная с 2021 года, будут формироваться только в цифровом формате.
Доступ к электронным трудовым книжкам будет открыт для граждан в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России через портал госуслуг, а также посредством соответствующего приложения для смартфона. При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в виде бумажной выписки. Обеспечить ее сможет работодатель по последнему актуальному месту работы, территориальный орган Пенфонда России или МФЦ. Услуга предоставляется экстерриториально, так далее, без привязки к месту жительства или работы человека. К преимуществам электронной трудовой книжки отнесены удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности, минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности, дополнительные возможности дистанционного трудоустройства, использование данных электронной трудовой книжки для получения госуслуг, высокий уровень безопасности и сохранности данных и другие. Также электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке. Что касается работодателей, то с этого года для них была введена обязанность ежемесячно представлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки россиян. В связи с введением электронных трудовых книжек работодателям надлежит письменно проинформировать работников о соответствующих изменениях в трудовом законодательстве и в праве работников сохранить бумажную трудовую книжку. При необходимости работодателям также предстоит провести работу по изменению локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность организации, внести изменения в соглашения и коллективные договоры. Начиная с 1 января 2021 года в случаях приема на работу или увольнения сведений о трудовой деятельности должны будут представляться организации и работодателям Пенсионный фонд не позднее рабочего дня, следующего за днем издания документа, являющегося основанием для приема на работу или увольнения. На сегодня на официальном сайте Пенсионного фонда России можно посмотреть проекты документов для работодателей, что может помочь при работе с электронной трудовой книжкой. Ну а сейчас мы снова ненадолго прервемся и через пару минут обязательно продолжим. Куда сходить и что посмотреть на эти выходные в Якутске? Вернутся ли покорители холода в республику? Завершился экстремальный проект по поиску самого холодного места Якутии. Мы продолжаем программу. Культурная жизнь столицы не стоит на месте. Не только в выходные, но и в будние дни кинотеатры и театры города готовы распахнуть свои двери для зрителей. О том, что и где можно посмотреть, знает мой коллега Александр Хавренко. Кинотеатры и театры города приготовили для зрителей много всего интересного. На большие экраны вышло долгожданное продолжение полицейского боевика «Плохие парни», рассказывающее о нелегкой, но увлекательной работе двух копов – Майка Лоури и Маркуса Бернета. Первая часть «Плохих парней» вышла в далеком 1995 году. Главные роли исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Режиссером проекта стал Майкл Бэй. Дуэт Смит и Лоуренс пришелся по душе зрителям, но вторую часть фильма пришлось ждать долгих 8 лет. А спустя еще почти 17 лет наконец-то вышла и третья часть. Сюжет фильма незамысловат. После очередного дела детективы Майк Лоури и Маркус Бернет были отстранены от всех операций. И, казалось бы, отдыхайте, парни. Но выясняется, что на Лоури открыта охота. Вдова наркобарона Изабель по прозвищу Ведьма сбегает из тюрьмы строгого режима в Мексике и клянется отомстить всем, кто причастен к гибели ее мужа и ее длительному заключению. В списке виноватых оказывается и Майк Лоури, который 24 года назад работал в картеле под прикрытием и внес весомый вклад в арест верхушки наркокартеля. Теперь плохим парням придется вдвоем противостоять против могущественного наркокартеля. Как и положено в «Плохих парнях», нас ждет перестрелки, погони. Будет разрушена примерно четверть города, но ведь за это мы и любим «Плохих парней», и поэтому ждали продолжения целых 17 лет. Также на больших экранах фантастический фильм ужасов «Под водой». Команда ученых на подводной исследовательской станции переживает землетрясение и сталкивается с неведомым океанским ужасом. Станция Кеплер-822, построенная на дне Марианской впадине, подвергается разрушению от мощного землетрясения. Нори Прайс, инженеру-механику, и ее коллегам Родриго и Полу удается спастись в доке со спасательными капсулами. Но внезапно спасенные оказываются атакованными неизвестными гуманоидными существами, которые не потерпят чужаков на своей территории.
В главных ролях в фильме снялись Кристин Стюарт, Ти Джей Миллер и Винсан Кассель. Отечественные кинопроизводители выпустили в большой прокат комедию «Марафон желаний». У девушки Марины есть простая мечта – выйти замуж за возлюбленного и построить семью. В один миг судьба вносит корректировку в этот план. При поддержке своей подруги Марина отправляется из родного Воронежа в Ханты-Мансийск, чтобы вернуть любимого. Но пересадка в Петербурге и незапланированная встреча с молодым поваром по имени Саша становится только началом ее пути к настоящему счастью. В ролях Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Александр Гудков, Екатерина Варнава, Павел Деревянко и другие. Театр оперы и балета приглашает на одноактную оперу-балет Мориса Равеля «Дитя и волшебство». Это история о непослушном ребенке, которого решили перевоспитать обиженные им предметы. Пройдя через испытания, дитя откроет для себя новое чувство – сострадание, и возвращается в реальный мир к маме. Спектакль задуман как эксперимент, главными участниками которого станут зрители. Они покинут привычное для себя пространство зрительного зала и вместе с детем и другими героями окажутся на сцене. «Дитя и волшебство» станет семейным спектаклем. Его создатели уверены, что опера сможет увлечь как ребенка, так и взрослого зрителя. Режиссер-постановщик Татьяна Савинова, дирижер-постановщик Евгений Шейко. В главных ролях заняты ведущие солисты театра Зинаида Колодезникова, Мария Михайлова, Айталина Адамова-Афанасьева и другие. Русский театр на неделе покажет комедию «Слишком женатый таксист» по пьесе Рэя Куни. В основе сюжета любовный треугольник, но не совсем классический. Англичанин Джон Смит работает таксистом и, как примерный семьянин, живет с женой. Ну а точнее, сразу с двумя женами. Законные супруги Смита, Мэри и Барбара, обитают на соседних улицах и вот уже 3 года не догадываются о существовании друг друга. С одной из них Джон обвенчан, с другой расписан. У мужчины график посещения жен, который ни разу не давал сбой. Жизнь таксиста расписана до секунды. Он с трудом выкрывает время на сон. И все бы ничего, если бы не происшествие, из-за которого таксист попадает в больницу. Оно убивает героя из его тщательно продуманного графика. Этот форс-мажор путает ему все карты, ведь теперь ему предстоит определиться, кто же из женщин для него истинная жена. Также в Русском театре смотрите авторский спектакль Дмитрия Маклякова «Высоцкий. Жизнь без сна». В основу спектакля легли не только песни и стихи Владимира Высоцкого, но и отрывки из его прозы, писем и дневников. Спектакль обращается к жизненному и творческому пути Высоцкого, но при этом не является простым пересказом его биографии. Спектакль скорее рисует портрет, не только портрет самого Владимира Высоцкого, но и портрет времени, в котором он жил. Спектакль смотрится на одном дыхании, ведь в нем присутствует самое главное – нерв творчества и жизни Высоцкого. Саха-театр представляет спектакль по пьесе итальянского драматурга Луиджи Пиранделло «6 персонажей в поисках автора». Действующие лица пьесы разделены на 2 группы. Одна группа – это персонажи еще не написанной комедии. Отец, мать, падчерица, сын, мальчик, девочка, которые не приносят ни единого слова на сцене. И мадам Паче, лицо впоследствии исключенное. Другая группа – актеры и служащие театра, возглавляемые директором, он же режиссер. Сюжет таков. Персонаж отец приводит свою семью в театр, породивший их автор бросил свое произведение, и персонажам не терпится представить бушующие в них страсти. История семьи не имеет единого представления и последовательности развития. Каждый из персонажей настаивает на своей правоте, каждый хочет по-своему сыграть себя. На этом у меня все. Не скучного вам времяпрепровождения. Снежная зима может сказаться на популяции косуль. В Хангаласском улусе идет подкормка копытных животных. Это ежегодное зимнее мероприятие, призванное сохранить популяцию косуль, лося, изюбра и других парнокопытных. О спасении животных в центральной части республики сюжет Виолетты Засимовой. Многоснежная зима – серьезное испытание для диких копытных животных. В случае установления глубокого снежного покрова и образования наста, добывание привычного корма и передвижение животных становится затруднительным. В таких условиях возрастает естественная смертность молодняка. Чтобы не допустить сокращения численности копытных на территории ресурсного резервата Джерано, госинспектора охраны природы собирают и подкладывают корм для зверей в специализированные подкормочные площадки. Вылаживаем веники, высушенные, заготовленные летом, и сено в кормушках. Кормушек у нас 5 в ресурсном резервате. Они все расположены в разных местностях.
Начать подкармливать и тем самым спасти популяцию сибирских косуль на территории Улуса призвал общественный инспектор по охране окружающей среды Сергей Землянский. По его словам, в последнее время наблюдается падеж косуль именно в центральной части республики. Я мониторю ежедневно, можно сказать, просторы интернета. И судя по постам, выкладываем людьми, очень много постов о падеже косуль, слабых косуль. То есть идет нехватка питания. Вот, прочитав, я тоже написал пост, и ко мне стали обращаться охотники, неравнодушные люди. На призыв Сергея Землянского откликнулись охотники-любители из города Покровска и выехали на территорию охот-угодий общего пользования, чтобы соорудить импровизированные кормушки. Вот собрались с друзьями-охотниками, привезли зерно, сено, соль. Посмотрели примерно в Ютубе, как это дело делается. Первый раз, никто никогда не занимался. Ну, может, другие потом, глядя на нас, тоже начнут подкармливать. Зимняя подкормка копытных будет продолжена как государственными инспекторами, так и общественниками. Между тем, в феврале в Якутии стартует зимний маршрутный учет. Этот учет проводится целью определения количества диких животных, по итогам которого устанавливаются квоты добычи на предстоящий сезон охоты на определенном участке охотугодий республики. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. Мы не покорители, мы всего лишь ловцы. К концу подошла двухнедельная экспедиция «Покорители холода». В рамках проекта 22 декабря в Якутске прошла итоговая пресс-конференция, на которой участники и организаторы поделились своими впечатлениями, планами на будущее и ответили на вопросы зрителей. О том, какие выводы были сделаны и вернутся ли участники экспедиции в Якутию, в материале Саргаланы Неустроевой. Экспедиция покорителей стартовала 12 января. Тогда 4 участников, блогеры и фотографы из Москвы и Санкт-Петербурга, даже не подозревали, с чем могут столкнуться. Своих опасений добровольцы не скрывали. Некоторые из них и в Якутии никогда не были. Что уж там говорить о ее северных районах. Я, в принципе, понимала, какая погода мне предстоит. Да? Я сопоставила уровень влажности, который есть в Петербурге, с уровнем влажности, который есть у вас. Поняла, что в принципе это возможно. Ну и, конечно, самый важный момент, я познакомилась с теми людьми, которые горят уже больше года, да, этой экспедиции, готовят ее. Это люди, которым я абсолютно доверяю. Поэтому я морально настроилась, купила несколько дополнительных пуховиков, и вот я здесь. Ну, естественно, не без трудностей. Первый день был, наверное, самый сложный. Первая ночь, когда ты не ожидаешь, что минус 50 ночью все-таки даст о себе знать, что ты проснешься вот просто в ледяной палатке, где все застыло колом. Наша кока-кола, стоявшая на столе, превратилась просто в лед. И вот этот момент, когда нужно вылезти из спальника, когда вот просто минус в палатке, подойти к печке, заново ее затопить, и вдруг тут захотелось в туалет, и это нужно выйти из палатки. И вот это преодоление себя тоже сыграло такую крутую роль. Тем не менее, подготовка к проекту длилась почти год, а экипировка участников шилась на заказ. Все из натурального меха и овчины. Как признаются организаторы, самым сложным было найти валенки для одного из участников проекта. У него 48-й размер ноги. В остальном покорителям помогали местные мастера, поэтому одежда участников была максимально колоритна и, что самое главное, теплая. Раз, два, три. Привет, друзья! Сегодня были первые мои 10 километров, которые мы очень быстро прошли на такой прекрасной упряжке. И многие спрашивают, каким образом проехать 10 километров по минус 50 и остаться живой и даже вполне себе теплой. Отвечаю, микс технологий древних и современных. Прежде всего, кухлянка, 4-5 оленей, лучше самочек, и теплейшая одежда готова. Дальше, конечно же, термокуртки, да, производителя российского, между прочим, Red Fox. Внизу еще горнолыжка, все, что есть на
обмундирование российской армии балаклава, естественно. Что еще? И термобелье. И ты приезжаешь, и тебе даже жарко. До встречи! Позже экстремалы признались, покорили их не столько якутские морозы, сколько люди, живущие в таких условиях и нетронутые природные пейзажи. Себя после увиденного участники проекта покорителями не называют, скорее ловцами за холодом. Я считаю, что настоящие покорители холода – это люди, которые погружаются в эту среду не разово, на неделю, да, которые живут здесь постоянно, веками. Вот. И когда вот за 5 минут до нашего с вами интервью я читала книгу, которую мне подарили в Верхоянском Улусе, как раз знаменитого этнографа Худякова, да, и самое удивительное, очень многие вещи остались похожими, да, и вот еще с тех времен, да, книга была написана там, в 60-х годах 19 века, люди покоряли холод без электричества. Вообще непонятно, как они. Конечно, мы, наверное, ловцы до путешествия. Я бы сказала, что мы ловцы, охотники за холодом, да. Но сейчас, наверное, я бы сказала, что это желающие искренне, истово прикоснуться к тому, что мотивирует людей жить здесь. В новинку оказались и местные деликатесы, которые добровольцы взяли с собой в дорогу. Большинство из них – это блюда из рыбы и мяса, обязательные для выживания в условиях вечной мерзлоты. Даже так называемые снеки для экстремалов приготовили из вяленой оленины. Фаршированные, замороженные лепешки, блины фаршированные, пирожки, значит, и, конечно, сыроедение. Это главное, это вот строганина у нас. Это у нас печень жеребенка, тансык, мясо жеребенка. Это все мы будем нашим гостям показывать. Вот нашу северную кухню. Пожалуй, самым сложным в жизни северного оленевода участники посчитали отсутствие благ цивилизации, настоящий бич современности. В таких краях контраст уровня жизни чувствуется намного острее. И все же справиться с этим покорителям помогла школа выживания под руководством своих наставников. Вот, наш сенсей заставил нас разжигать костер. Вон костер. Вот. Там, посмотри, сзади. Там просто уже пионерский горит. Ну, все молодцы, идем обедать. Заслужили обед. Ура. Уроки выживания начались в Якутии. Все. Дальше еды больше не будет. Вы же спрашиваете, как мы еду добываем. Вот так вот. Пришел. Поставил капкан. Подожди, слишком. Это не просто костер, это костер, который добыл я в тайге. Без ножа, имея только спички. Ну, потратил я штук, наверное, 7. Но, видите, все. Выживу! К сожалению, у многих погода в Верхоянске и Аймиконе на момент экспедиции встретила участников довольно высокими отметками ртутного столба. Рекорд установить не удалось. Буквально за месяц до приезда туда покорителей отметка перевалила за 60. Тем не менее, окончательные результаты так и не были оглашены. А самым холодным районом заочно признали Аймикон. Интрига, конечно, сохранялась до самого последнего момента, и мы специально не оглашали эти цифры, мы хотели привлечь как можно больше внимания. Но я вынужден вас разочаровать. Окончательные итоги я вам сейчас не скажу, потому что их надо будет проверять в Росгидрометцентре. И окончательно мы скажем итоги экспедиции на пресс-конференции в РГО в Москве 29 числа, где будут приглашены очень много средств массовой информации. Пока только предварительные результаты, я могу сказать. Значит, большая разница в температурных размерах у Аймиконского района. Там температура ниже. Какие бы препятствия в итоге покоренным покорителям не пришлось преодолевать, все сошлись в одном. Эксперимент удался. Ведь целью было не присвоить титул самого холодного места на Земле, а протоптать туристическую тропу для следующего поколения экстремалов. Организаторы уверяют, география экспедиции будет только увеличиваться, как и число желающих узнать о настоящем якутском холоде. Саргалана Неустроева, Павел Пахомов, Григорий Николаев, Якутск, Аймикон, Верхоянск. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.